студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Прямо сейчас на каналах НВК «Саха» и «Якутия-24» глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подведет итоги работы в ноябре. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. В минувшее воскресенье вся страна отмечала День матери. Президент России встретился с женщинами, чьи сыновья сейчас принимают участие в специальной военной операции. Якутию представляла Марина Константиновна Бахилина. Из троих ее сыновей двое участвуют в спецоперации. Как вы оцениваете тот уровень помощи, который сегодня в республике оказывается для семей военнослужащих? Во-первых, я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Марину Константиновну, всех матерей, чьи сыновья сегодня защищают нашу Родину, за то, что воспитали на самом деле настоящих патриотов нашего Отечества, которые в тяжелую для нашей Родины минуту не колебаясь, стали на ее защиту и сейчас с честью выполняют свой воинский долг на территории, где идет специальная воинская операция. При этом хочу сказать, что, конечно же, мы приняли целый спектр различных решений, которые направлены были в первую очередь на поддержку семей наших военнослужащих. И как показывает вот сейчас опыт уже определенный, это было абсолютно правильное решение. Недаром и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин как раз на встрече, отвечая и на вопросы Марины Константиновны и других матерей, которые участвовали во встрече с нашим президентом, как раз особо отметил, что в первую очередь, конечно же, забота о семьях военнослужащих, их поддержка является одной из таких важнейших составляющих работы сейчас региональных именно властей. Хочу сказать, что вот те выплаты, которые у нас были назначены семьям военнослужащих по 200 тысяч рублей, они практически все выплачены. Сейчас есть несколько, скажем так, десятков случаев, по которым идет, будет идти отдельное решение. Это когда или военнослужащему непосредственно самому должны деньги перечислять, или когда на одного военнослужащего несколько членов семей написали заявление как раз по получению этих средств. В каждом случае надо разбираться здесь индивидуально, ошибок быть не должно, поэтому здесь определенное замедление есть. Но вместе с тем, еще раз говорю, подавляющее, абсолютное большинство тех заявлений, которые были уже направлены, они удовлетворены. Мы отработали и по обеспечению горячим питанием бесплатным школьников. Почти 1000 их сейчас это получает как раз из семей военнослужащих. По детским садам тоже решения приняты, по порядка 700 детей. Решения приняты по медицинской реабилитации и самих военнослужащих, и членов их семей. Много поступило заявок по студентам на дополнительную пенсию. Могу сказать, что здесь свыше 100 на сегодняшний день по студентам среднего профессионального образования и свыше 60 по студентам вузов. Работа по этим и по другим льготам, которые у нас в республике действуют, а их больше 10 пока, работа будет продолжаться. И в законе о бюджете и на 2023 год предусмотрены средства как раз на решение тех задач, которые направлены на поддержку семей наших военнослужащих. Отрадно то, что в этой работе не только республиканские власти принимают участие, очень большое участие принимает муниципальные органы власти. Во всех практически районах работа идет. И знаете, людям на местах же много требуется разных методов поддержки. Рад, что главы районов, городских округов здесь принимают все эти меры, начиная от уборки дворов, заканчивая колкой дров для семей по их заявкам. Созданы группы как раз в телеграм-каналах при всех администрациях муниципальных районов. За каждой семьей есть определенное закрепление, отслеживание. Уверен, что общими усилиями мы, конечно, обеспечим нашим воинам, чтобы у них здесь в тылу все было нормально. Ну а в целом, если говорить о помощи, которая оказывается сейчас военнослужащим и их семьям, какая работа была проведена именно в ноябре?
Здесь я особо хочу отметить, что большую у нас работу сейчас проводит единый координационный центр. Опять же, мы видим, что абсолютно правильно мы его создали на базе нашего постоянного представительства в Москве, и его возглавляет наш поспред, первый зампред правительства Андрей Сандомирович Федотов. Работа сейчас вот уже выходит на высокие такие обороты по многим направлениям, начиная от вопросов материально-технического снабжения, вопросами отслеживания наших военнослужащих, которые получили ранения, заканчивая уже постоянным решением тех или иных вопросов уже практически на территориях, прилегающих к территории спецопераций. У нас уже создан ряд таких локальных групп, где наши работники выезжают на места и находятся там. Это и Ростов, это и Донецкая Народная Республика, это и Крым. Хочу особо отметить, что мы постоянно находимся в связи с руководством наших воинских частей, где служит большое количество наших военнослужащих, с руководством Восточного военного округа. И вот та степень взаимодействия, которая сейчас уже у нас, которая у нас сегодня есть, уже позволяет нам говорить о том, что вот работа единого координационного центра, она себя оправдывает. Ну и, конечно, здесь много есть все равно вопросов, которые надо решать. Мы их решаем, в том числе вот вопросы материально-технического снабжения. Здесь и бюджет, здесь и поддержка наших предприятий республиканских, простых граждан республики тоже очень важна, и мы видим, что вот мы постоянно и с теми нашими военнослужащими, которые пока еще находятся на территории здесь Восточного военного округа, проходят боевое слаживание, работу проводим, и, конечно, уже непосредственно там, на территориях спецопераций. Кроме того, в ноябре из подшефного города Кировская вернулась бригада якутских врачей. Квалифицированную помощь якутских специалистов получили сотни жителей ДНР. Планируются ли в будущем новые выезды профессионалов из Якутии? Вот тот выезд, который мы сейчас смогли организовать, большой бригадой наших медиков во главе с главным врачом нашей офтальмологической республиканской больницы Иваном Луцканом, очень вызвал позитивный отзыв не только в Кировском, где основная работа проходила, но и в всей Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. Свыше 2500 консультаций наши врачи дали по самым разным видам узкоспециализированной медицинской помощи, офтальмологии, кардиологии, УЗИ процедуры провели, обследование, наладили и запустили рентгеновское оборудование, которое у них практически с 2016 года лежало в ящиках, не могло запуститься, так, и научили людей работать. Провели свыше 160 операций только вот глазных в самом Кировском, выезжали, делали специальные операции в Луганске. Вот, поэтому отзыв очень хороший, так, и самое главное, оценивается то, что не только наши там вот проводили какие-то консультации, операции, но и учили уже местных врачей работать, проводить те или иные операции. Тоже очень важно. Я уже неоднократно говорил, что, к сожалению, вот за годы всей этой самостийности в Украине здравоохранением так таковым там не занимались. Вот в том же Кировском больницах стоит оборудование, которое у нас в республике, ну, знаете, лет 15, наверное, назад еще было окончательно списано в самых далеких сельских больницах. Там оборудование 50-х, 60-х годов прошлого века. И, конечно же, отсутствие узких врачей, отсутствие вот такой медицинской помощи, оно, конечно, играло очень большую роль в том, что население не получало нужной медицинской помощи, здоровье людей страдало. И вот сейчас появление такой уже высокопрофессиональной медицинской помощи, которая появилась там вот благодаря визиту наших врачей, конечно же, для людей это как, знаете, вот такое, в том числе ощущение, понимание того, что они на самом деле уже находятся в составе великой страны, которая не только будет решать вопросы их физической безопасности, но и, конечно, будет вопросы решать самого широкого спектра, начиная от образования детей, заканчивая уже вопросами защиты здоровья людей. Ноябрь был богат для нашего региона на события федерального масштаба. Одно из них – это спуск на воду ледокола «Якутия». Вот какое значение это событие имеет для нашей республики? Безусловно, это символ. Это второй в истории ледокол вообще вот за всю историю строительства атомных ледоколов, которые носят отдельное название региона.
Вот. Это один из 4 самых крупных ледоколов в мире, который вот сегодня спущено на воду, серии 222.0. Это, знаете, вот символ того, что раз наша страна, несмотря на все эти санкции и так далее, ломая вот этот весь лед, продвигается смело вперед. И мы на самом деле еще раз на весь мир показали, что истинной владычицей арктических морей является исключительно Российская Федерация. Потому что ни в одной стране мира такого ледокольного флота нет, но и в ближайшее время не предвидится. Конечно же, мы очень надеемся, что вот появление таких мощных ледоколов, оно позволит более активнее осваивать Северный морской путь. И, конечно же, освоение Северного морского пути обязательно должно дать новое дыхание Арктике, в первую очередь, мы считаем, что для Якутской Арктики. И вот те промышленные проекты, которые мы там смотрим, вопросы изменения логистики северного завоза, они, конечно, во многом связаны с такой надежной, бесперебойной работой Северного морского пути, который будет обеспечивать крупнейшие в своем классе корабли. Я присутствовал на спуске в воду, знаете, такое очень волнующее зрелище, и когда огромный корабль высотой практически 18-этажный дом спускается на воду, длина 170 метров. Конечно, гордость берет за нашу страну, которая, несмотря ни на какие препятствия, идет вперед и вот, может и строить такие корабли. В конце ноября Якутск посетили сразу 3 федеральных министра. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр экономического развития России Максим Решетников. Какие решения были приняты и можно ли считать такое внимание федерального центра продолжением визита премьера Михаила Мишустина? То, что в ноябре у нас вот 3 федеральных министра побывали на территории республики, это для нас большая ответственность. Конечно же, это большая помощь, в том числе и со стороны непосредственно премьер-министра нашей страны Михаила Владимировича Мишустина, который дал по итогам визита в Якутию летом прямые поручения. И сейчас мы видим, как вот по ряду направлений многие вопросы решаются и решаются успешно. Что касается вот по этим визитам, по каждому по отдельности, то Алексей Олегович Чекунков у нас постоянно бывает. Это наш министр наших Дальнего Востока, Арктики. И, конечно же, он приехал для решения ряда вопросов. В том числе, конечно, мы были рады вместе с ним открыть креативный кластер «Квартал труда», первый на Дальнем Востоке, самый крупный на Дальнем Востоке, один из крупнейших вообще в нашей стране, с площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Он появился во многом благодаря поддержке Юрия Петровича Трутнева, полпреда на Дальнем Востоке нашего президента, и вот Алексея Олеговича Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, которые поддержали нас, и на паритетной основе мы софинансировали этот проект, реконструкцию старого заброшенного здания мясокомбината, и сейчас там возникла, еще раз говорю, удивительная территория, где как раз представители наших креативных индустрий будут работать. И уверен, знаете, что за нашими креативными индустриями очень большое будущее. И скоро о них будут говорить так же, как по всему миру сейчас говорят, например, о наших айтишниках. Уверен, что вот это хороший старт. При этом Алексей Олегович провел также ряд совещаний по развитию арктического горно-промышленного кластера с энергетическим сердцем в виде вот атомной станции малой мощности. Очень важный проект, который мы обсудили в рамках, в том числе, планируемого принятия закона федерального о Северном завозе, это реконструкция наших нефтебаз. Наши нефтебазы, находящиеся в государственной собственности, к сожалению, они уже во многом и морально, и физически устарели. Нужно их обновление. Это требует колоссальных финансовых средств. И вот как раз механизмы дальневосточной концессии, которые мы предлагаем для использования в ходе, вот, скажем так, реконструкции и строительства новых нефтебаз в Арктике, на наш взгляд, позволит это сделать наиболее быстро и эффективно. И Алексей Олегович нас поддержал. Сейчас механизм уже готовится для того, чтобы уже в следующем году мы приступили уже к практической реализации данных проектов. Что касается визита министра цифрового развития, мы можем гордиться тем, что вот благодаря нашей совместной с ним работе у нас в Якутске проведен крупнейший всероссийский цифровой форум.
на который приехали руководители крупнейших компаний в системе вот и IT, и вообще в целом цифровизации страны. Практически большинство региональных министров, которые отвечают за цифровое развитие. И прошел замечательный форум «Цифровой алмаз». Мы надеемся, что он станет постоянным и будет местной сборки как раз тоже вот новых подходов для развития цифрового в целом нашей страны. Конечно же, для нас очень важно то, что в ходе своего визита Максут Игоревич Шадаев, он как раз был на открытии волоконно-оптической линии связи, которая дошла до Саскалаха. И, конечно же, для нас вот очень важны были переговоры по реализации крупнейшего в масштабах даже страны телекоммуникационного проекта по строительству волоконно-оптических линий связи в Якутской Арктике. Проект называется «Синергия Арктики». Дорогой проект, он стоит практически по сегодняшним ценам почти 13 миллиардов рублей. И мы предлагаем его на паритетных основах реализовать в течение ближайших 3 лет. Еще раз говорю, что проект амбициозный, очень важный, но есть в случае его реализации все районные центры нашей Якутской Арктики получат волоконно-оптическую линию связи. И это, соединяясь с той волоконно-оптической линиями связи, которые идут сейчас по Северному морскому пути, которые вот как раз сейчас тоже протягиваются, конечно, обеспечит и для Якутии, и для Арктики в целом для страны, конечно же, очень серьезное продвижение как раз в области развития телекоммуникационных сетей. Максим Геннадьевич Решетников, министр экономического развития нашей страны, здесь тоже провел ряд важных совещаний, посвященных социально-экономическому развитию страны. И мы вышли с предложением о том, что сегодня надо не только там какие-то локальные экономические проекты рассматривать на территории Якутии и Дальнего Востока, но в целом уже в силу того, что наша страна сегодня претерпевает серьезную трансформацию, мы реально уже более быстрыми темпами поворачиваемся на восток, на Азиатский Тихоокеанский регион. Надо пересматривать и пространственную стратегию нашей страны, надо смотреть строительство новых коридоров, транспортных коридоров, энергетических коридоров, которые позволят стране это сделать гораздо более быстро и эффективно. Но в том числе, конечно же, эти проекты имеют прямое отношение к нашей республике. В ноябре принят главный финансовый документ республики на следующий год. И также идет работа над бюджетом на ближайший 3-летний период. Какие параметры у нового бюджета республики? Пришлось ли перераспределять средства на финансирование социальных программ в связи со специальной военной операцией? Бюджет республики, который принят Государственным собранием Ил-Туман на следующий год, на мой взгляд, отражает основные подходы нашего политики последних лет. Это, конечно, безусловно, его социальная направленность. Социальные статьи, они защищены. Появились ряд новых направлений, связанных в том числе и с поддержкой как раз семей военнослужащих. Мы будем и дальше выдерживать эту политику. Особо хочу отметить, что в этом году мы уже в первоначальном, вот сейчас принятом бюджете государственном на 2023 год значительно увеличили финансирование сельского хозяйства. И если в прошлом году по итогам принятия бюджета на 2022 год его первоначальные параметры составляют 12 миллиардов, то сейчас это уже 14 миллиардов. Основными такими решениями было то, что у нас сейчас литр молока, закуп его у организованных хозяйств будет 60 рублей за литр. Субсидия на голову маточного поголовья по лошадям будет повышена с 3 до 5 тысяч рублей. Повышена субсидия на голову также и по оленям. Решение принято также по субсидированию вот как раз поголовья в личных подсобных хозяйствах коров тоже до 37 тысяч рублей. Это будет повышено. Ряд также еще других решений принят, которые в целом, еще раз говорю, у нас позволили, несмотря на все сложности, значительно увеличить финансирование сельского хозяйства. Для нас это тоже очень важный приоритет. От этого зависит жизнь в целом якутского села, и эта политика у нас будет продолжаться. При этом основные параметры также включают в себя принятого бюджета и серьезную инвестиционную программу, в которой отражены все основные наши стройки, начиная от крупнейших, таких как строительство онкологического центра, который мы должны обязательно в 2023 году заканчивать,
и магистрального газопровода Кызылсыр 84 километр, заканчивая уже социальными объектами в наших малых населенных пунктах, в селах, малых городах. Вот все решения, в общем, которые приняты в ходе работы согласительных комиссий Государственного собрания и правительства Республики Саха-Якутия, они были нами тоже подробно рассмотрены. И еще раз хочу сказать, что бюджет у нас сохраняет свою социальную направленность, и вместе с тем он достаточно такой серьезный для того, чтобы и называться бюджетом развития республики. Также в ноябре на сессии 44-го Российского организационного комитета «Победа» Якутску указом президента России Владимира Путина присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Насколько нам известно, к этому званию столица региона шла несколько лет. Теперь в Якутии есть два города с почетным званием «Город трудовой доблести». Это Якутск и Алдан. Александр Сергеевич, какие у вас были эмоции, когда вы узнали о присуждении этого почетного звания? Конечно, я был очень рад, что то предложение, которое я в свое время внес на имя нашего президента Владимира Владимировича Путина о присвоении городу Якутску звания «Город трудовой доблести» поддержано. И в 2022 году, в год юбилея нашей республики, столицы нашей республики, город Якутск получил такое высокое звание. И, конечно, я был еще горд тем, что у нас уже два города трудовой доблести, это города Якутск и Алдан. Конечно же, это, знаете, дань памяти тем героическим поколениям, которые жили и трудились в годы Великой Отечественной войны. Кто-то непосредственно на фронтах Великой Отечественной войны, а кто-то здесь в тылу, создавая ту продукцию, которая тоже помогала ковать эту победу. И я рад, что и президент нашей страны, и Оргкомитет Победы, Российская академия наук, которая выносит свое научное такое мотивированное осуждение по данному вопросу, они единогласно все поддержали именно решение о том, чтобы и в свое время и город Алдан, и сейчас вот город Якутск были удостоены этого высокого звания «Город трудовой доблести». Конечно, будут проведены работы по увековечиванию этих событий, и будут построены стеллы и в городе Алдане, который в следующем году отмечает свое столетие, и в городе Якутске, столице нашей республики. Уверен, что это будет, знаете, таким общенародным делом и объединит и жителей и Алдана, жителей Якутска, да и жителей всей нашей республики для того, чтобы увековечить трудовой подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны. И еще одно приятное событие. В ноябре первый президент республики Михаил Ефимович Николаев отметил 85 лет. Кроме того, 30 лет со дня открытия отпраздновал медицинский центр региона. Как раз этому учреждению присвоено имя Михаила Николаева. Александр Сергеевич, как бы вы охарактеризовали вклад Михаила Ефимовича в развитие республики? Михаил Ефимович Николаев – выдающийся государственный деятель, человек, который стоял у истоков вот, новой республики, новой государственности республики Саха-Якутия. Безусловно, благодаря его работе его команды в 90-е годы республика прошла все трудности, связанные с становлением государственности Российской Федерации, гораздо легче, чем многие другие регионы. Была достигнута определенная такая, знаете, экономическая подушка безопасности, которая позволила вот как раз 90-е годы максимально легче пережить. Были приняты основополагающие законы, и Конституция, и Декларация о государственном суверенитете. Были подписаны ряд соглашений с руководством Российской Федерации. Были созданы предприятия, которые позволили экономике республики более активнее развиваться. Появился выход республики на межрегиональное сотрудничество, на международное сотрудничество. Создание акционерной компании «Алроса» тоже требует отдельного упоминания как одно из таких решений, которые и сегодня позволяет нашей республике уверенно себя чувствовать в непростых условиях меняющейся вот международной экономической модели. Конечно же, не могу не сказать о том, что Михаил Ефимович очень огромное внимание уделял социальной сфере. Это вот и образование, это и здравоохранение, это и спорт, культура. По каждому из этих направлений как раз при нем начался вот тот подъем Якутии по этим отраслям, который продолжается и сегодня.
Рад, что многие его идеи сегодня уже приобрели такое, знаете, общероссийское значение. Это и международные наши игры «Дети Азии», которые уже идут по всей планете, так активно развиваются. И мы уверены, что в 2024 году в очередной раз они пройдут у нас в Якутске на самом высоком уровне с участием десятков иностранных государств, тысяч юных спортсменов. Это и доктрина здорового образа жизни, которая вот тоже начинает приобретать особое значение, особое звучание и в нашей республике, и, что самое главное, по всей нашей стране. Конечно же, вот я, когда был у него на юбилее, единственное, о чем я просил его, и от своего имени, от имени всех якутян, чтобы Михаил Ефимович был здоров. Его здоровье, его советы, его мудрость, конечно, нужны всем нам. И еще раз вот хотел бы его поздравить с наступившим юбилеем и от имени всех якутян пожелать ему счастья и здоровья. Здоровья и благополучия его родным и близким. И последний вопрос. В Якутске в эти дни прошел 4-й по счету Северный форум устойчивого развития. С какими вызовами сейчас сталкиваются северные регионы России в связи с глобальным давлением Запада? Ну и какие решения предложены на Северном форуме? Наш Северный форум устойчивого развития за последние годы, знаете, он себя зарекомендовал как очень такая важная, очень нужная и авторитетная экспертная площадка для развития в целом мировой Арктики. И сейчас, несмотря вот на все эти беспрецедентные санкции со стороны Запада, прямой запрет многим регионам участвовать в нашем форуме. Свыше 1000 экспертов у нас принимает участие в форуме. Так. Из 10 стран мира приехали люди сюда непосредственно, чтобы участвовать. Это говорит о том, что вот политика изоляции нашей страны, которую пытается Запад проводить, она у них проваливается. Более того, я считаю, что когда вот они сами самоустраняются от участия в таких важных мероприятиях, то тем самым у нас появляется возможность у арктических регионов страны уже более активнее работать с другими странами, которые, может быть, непосредственно не примыкают к Арктике, так, не являются частью Арктики, но готовы в ней работать, готовы участвовать в ее развитии. Это такие крупнейшие страны, как Китай, как Индия, это и, скажем так, страны более меньших размеров, но которые тоже крайне заинтересованы в том, чтобы Арктика осваивалась, природа ее сохранялась, а люди здесь жили лучше. Так? И люди готовы нам помогать, привлекать сюда новые технологии, инновационные технологии, энергосберегающие, экологосберегающие. И, конечно же, мы будем с ними работать. Рад, что и Юрий Петрович Трутнев, полпред на Дальнем Востоке, и Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, отправили свои поздравления нашему форуму, в котором еще раз вот отметили, что Северный форум устойчивого развития стал той международной такой важной экспертной площадкой, которая нужна всей Арктике. И, безусловно, вот этот авторитет мы будем и дальше, уверен, сохранять, будем дальше его развивать. И вот те дискуссии, которые прошли в ходе форума с участием очень таких авторитетных ученых, экспертов, руководителей, они позволят более динамичнее развиваться в целом всем регионам Арктики, и российской, и мировой, в целом развиваться этому огромному региону. Рад, что губернаторы наших крупнейших арктических регионов, вот и Ямала, Ненецкого Дмитрий Андреевич Артюхов и Наталья Владимировна Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, сочли возможным с большими делегациями тоже к нам приехать и поучаствовать в мероприятиях Северного форума, обсудить. Ряд у нас таких было интересных круглых столов, где мы обсуждали многие вопросы, начиная от международного сотрудничества, заканчивая уже вопросами, например, обеспечения как раз таких важных для нас вопросов, как вопросы Северного завоза. Уверен, что это тоже послужит более динамичному развитию наших регионов. Александр Сергеевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейших успехов в работе на благо нашей республики. Спасибо. В нашей студии глава Якутии Айсен Николаев озвучил некоторые итоги работы в ноябре. Оставайтесь на нашем канале.